Добрый день, меня зовут Сергей Санхядов. В мире хорошо известен феномен загадочной русской души. О нем много написано и сказано, а сегодня я бы хотел затронуть не менее интересное явление, существующее в бурятском народе. Бурятский хилте. Кстати, один из вариантов перевода на русский язык так и звучит. Человек с бурятской душой. Конечно, понятие бурятской хилты очень многогранно, а сегодня я бы хотел постараться одну из этих граней раскрыть. Во всяком случае, свое видение. Сформулирована она следующим образом. Хунгайши али намдугар ярхайоте. Гарахудугажи хурынуда арбагнужи хуйрудыхи бурядут сайрудык. Как это выглядит на письме, вы увидите в закрепленном комментарии. А перевести на русский язык это народное наставление можно примерно так. Разговаривать нужно спокойно и степенно. Размахивать руками или пальцем во время разговора запрещено. Начну с того, что слишком буквально к этому запрету, как и ко всем другим, коих в бурятском народе множество, на мой взгляд, подходить не стоит. К примеру, если во время разговора у человека внутри все кипит, а он никак это не выражает, подавляет это в себе, то ничего хорошего из этого, скорее всего, не выйдет. Эмоциональная энергия, не вышедшая наружу, начнет разъедать человека изнутри, и это отрицательно скажется на его здоровье. Поэтому, на мой взгляд, глубинный посыл этого наставления заключается в том, что у внутренне гармоничного человека во время разговора сильные эмоции просто не возникают. Его чувства, из которых эмоции рождаются, находятся в гармоничном состоянии. С помощью чувств мы воспринимаем окружающий мир. Поэтому, если человек ощущает себя его частью, не противопоставляет себя окружающему миру, то его чувства находятся в гармоничном состоянии. Это, в свою очередь, хорошо заметно по тому, как человек ведет себя во время разговора. Конечно, это не значит, что для такого человека разговор лишен каких-то интересных эмоциональных красок и нюансов. Совсем нет. И вот тут уже речь идет о разговорном этикете. Для выражения каких-то эмоциональных нюансов в бурятском языке существуют специальные речевые приемы, позволяющие расставлять необходимые акценты без жестикуляции. Например, такие частицы, как юм, ле, да, гейши и другие. Иногда может показаться, на первый взгляд, что научиться использовать эти частицы в своей речи можно только разговаривая на бурятском языке с самого детства. Но на самом деле это, конечно, не так. Во-первых, в словаре легко найти их логическое значение. Но другое дело, что словарь по определению не передает эмоциональный контекст, в котором и раскрывается полное значение этих частиц. Тогда возникает вопрос, где взять этот самый эмоциональный контекст, если в реальной жизни языковая среда вокруг отсутствует? Ответ можно найти в моем видео «Как осваивать все языковые навыки сразу». Ссылка также будет в закрепленном комментарии. Надеюсь, что понимание того, как частицы связаны с эмоциями, поможет вам лучше понять их значение и научиться использовать их в своей повседневной речи.